Честно сказать, мало кто верил, что на этом поле, которое соединяет два района, Ишимбайский и Стерлитамакский, и расположены они в Республике Башкортостан, через 1,5 года появится особая экономическая зона «Алга». В основе особой экономической зоны «Алга» достойные условия для резидентов. Налоговые и таможенные льготы, понижающий коэффициент на аренду, другие преференции. Инициатор проекта, глава Башкортостана Ради Хабиров, открывает предприятие первого резидента особой экономической зоны «Алга» – швейную фабрику «Аркада». Вот это основной цех. Просто. Здравствуйте. Так, ну что? Вот уже половина производства уже как бы занята людьми. Вот уже стоит второй корпус наш. А это ваш или Это здесь будет производство уникальное по производству средств защиты рук. Это вот. перчаточный цех, мы вам сейчас покажем, и образцы, что здесь будет. Это уже в апреле хотим запустить. Это перчаточный цех, да. Это вот как в Подмосковье. Это Аркада, да, тоже это Аркада, да. Но такого в основном сейчас эту продукцию завозят из Китая, поэтому здесь очень этот рынок пустой и очень востребован. И вот там планируется где-то порядка 80-100 рабочих мест. А здесь вот 800 надо, да? Да. Вот это у нас самая главная работа. Да, их собрать, обучить. Здесь еще можно сказать о том, что 800 это у нас как бы плановое, но площади позволяют развиваться. Добрый день, уважаемые гости. За 2021 год резидентами особой экономической зоны «Алга» стали еще 5 компаний, а всего с момента создания их насчитывается уже 10 предприятий. И именно здесь, и именно сегодня, уважаемые дамы и господа, мы присутствуем на церемонии открытия нового производственного объединения – современной швейной фабрики по пошиву спецодежды, промышленное объединение «Аркада». Для поздравления гостей трудового коллектива предприятия на сцену приглашаем почетных гостей. Главу Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова, премьер-министра правительства Республики Башкортостан Назарова Андрея Геннадьевича, председателя Совета директоров производственного объединения «Аркада» Цукерман Михаила Абрамовича. Слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья. Я честно скажу, у меня сегодня особое чувство в душе. Наверное, во-первых, потому что я на родине. Во-вторых, потому что для своей родины мы все вместе сделали очень хорошее дело. В целом для республики. Я хорошо помню, как примерно где-то 2 года назад у нас появилась идея, что у нас нет особой экономической зоны, у нас нету такого инструмента для того, чтобы развивался бизнес, строились предприятия, и мы приняли решение. 1,5 года назад решением правительства у нас была создана особая экономическая зона. Мы работали так, что мы ломали все стереотипы, и я очень признателен своим коллегам с правительства, управляющей компании, нашим руководителям предприятий, которые открыли. Как они обещали, я их очень просил. Я говорю, до конца 2021 года прошу, чтобы здесь уже стояли и работали предприятия. Я хотел сказать, что, Михаил Абрамович, спасибо вам большое, что поддержали наши добрые начинания. Сейчас важно другое, чтобы вот те, кто здесь работают, те, кто созидает, они получили хорошие условия. Хорошую заработную плату, хорошие социальные условия, уважение людей. Поэтому вот в дальнейшем мы работу и труд наших крупных руководителей будем оценивать именно по отношению. У нас даже специальная программа, которой мы сейчас занимаемся. Вот, ну что, ведь знаете, как говорят, как корабль назовешь, так он и пойдет. Мы когда особая экономическая зона названия «Алга», вперед, значит он у нас и пошел вперед. Поэтому всех с праздником, поздравляю, всего самого доброго.
Спасибо, Ради Фаритович. А теперь слово предоставляется председателю Совета директоров ООО промышленного объединения «Аркада» Михаилу Абрамовичу Цукерману. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемый Андрей Геннадьевич, сегодня мы открываем в свободной экономической зоне первое предприятие. Это наше швейное объединение «Аркада». Не побоюсь сказать, что такого предприятия швейного, предприятия легкой промышленности в России больше нету. Чтобы в одном месте было организовано 800 рабочих мест. Но это еще не предел. Нам есть куда расти. Мы, конечно, хотим как можно быстрее, чтобы фабрика заработала на 100% производственную мощность. Благодаря Министерству труда мы подготовили 200 человек по национальной программе, которые уже сегодня трудоустроены, которые уже сегодня работают за своих рабочих местах. Ну, Ради Фаридович, а без вас бы здесь вообще ничего не получилось. Огромное спасибо. Ну и самое главное, хочу поблагодарить строителей, которые все это возвели. Огромное всем спасибо. Спасибо, Михаил Абрамович, за поздравления. Сейчас переходим к одному из главных событий этого дня. Прошу вас, Ради Фаритович, Андрей Геннадьевич и Михаил Абрамович произвести символический запуск производства промышленного объединения «Аркада». Обратный отсчет. 3, 2, 1. Пуск! Это вот собирается вот такой настил сразу. За счет вакуума он уменьшается. Да. И вот он не как было раньше, ножом режется, а он прямо прорубает. А вообще все это сделано по принципу компьютера. То есть где-то находится раскладчик, она передает информацию по раскладке изделия на вот эту, на, скажем так, на мозги этой машины, компьютер, и там видит наиболее оптимальную норму расхода показывают. И качество, что точно до кратчайших миллиметров. То есть с него все начинается. Это А вот эта пленка зачем? Это пленка, которая именно вакуумирует, создает вакуум. Там специальная бумага. Перфорированная. Вот. То есть это получается, ткань становится несколькослойной, да? Да, там много слоев, и за счет этого она просто его уменьшает. И вот. Вы вот можете посмотреть, если интересно, он находится крой на стадии его формирования. То есть там порядка 30-40 разных слоев. Это защитные жилеты для работы на железных дорогах. И поэтому они должны быть светоотражения. У них должно быть. Но вот это образцы. Это что мы шьем? Ну, вы уже видели, вот это плащи. Видите, они сделаны Это по принципу для химического, да? Это везде. И в зависимости от применяемой ткани. Это у нас, мы на рынок работаем. Как бы эти костюмы, они уже где-то похожи на горнолыжные. Да. Уже спортивный вид, уже люди хотят. А вот одеваться. модель, у вас есть модели, У нас модельное есть бюро или все, как оно? у нас Кадровское бюро. Потому что оно у вас эстетически красиво. Конечно. Потому что вся одежда выпускается по технической документации. Плюс ко всему, она вся сертифицирована в зависимости от требований, кто где ее будет носить. А вот это вышивальное оборудование. А, это вышивают, да? Да. Вот сразу, вот сейчас мы шьем костюм для башкирской содовой компании. Вот вышивается эмблема БСК. Здорово. Вот это крой, сделали крой, потом этот крой берется, относится в швейный цех, и уже швея уже сразу собирает костюм. Да, башкирская содовая компания. Здорово. Вот эти перчатки будут на новом производстве делаться. Да, это вообще для таких сложных химических, да, получается? Да. В зависимости от работы, то есть сами будем вывязывать вот этот трикотаж, вот так прям и будем, вязать вот это. будем все делать вот и до. Вот, Ради Фаридович, вот макет. Что здесь? Вот что мы построили. Мы сейчас где? Мы с вами находимся сейчас вот здесь. А вход где был отсюда? Вот, вот отсюда. мы пошли. Да. Понятно. Вот это перчаточное производство.
Это за спорт планируется. То есть вот это у нас есть? Да, вот Вот оттуда. каркасы металлические, вот это стоят, Да, так? да, да. За спорт что-то начали еще? Уже вылезли из земли, уже фундамент уже стоит. фундамент стоит. Конечно, Всё, да. прекрасно. Тут лазер, да, вот так Ну, получается? это, да, несется. Любишь устанавливать для резины, фиксирует пояс. Там шьется вот этот сигнальный жилет, который... Это тоже второй поток, который шьет. И сейчас вы увидите на конце, как выглядит... Вот это сейчас они формируют, да? Нормально настрочили, все, А вот обучение сколько они проходили? Месяц? Они день? проходили, значит, так. Они проходили 2 недели у нас на Учелинской швейной фабрике. И у них было, по-моему, неделя или дней 10 теории. Вот. Но мы сейчас здесь будем сами готовить людей. То есть уже как бы сами по возможности будем их обучать, и чтобы здесь был замкнутый цикл. Вот. Ну и вот готовые изделия. Качество уже проверяется, вот параметр по ГОСТу, измерения. все. Это вот они собрали, вот собрали, да? Вот готовый костюм. Все измерения, она состоит, измеряет. Вот ГОСТ, да, это АТК. Вот это нитки крепкие, да? Вот, вы- Ну, рвите. Да, да. Да. Вот как раз ваш башкирский содовая компания, ваш костюм. Посмотрел, сказал, да, качественно шьют, молодцы. Ну, вы работаете с ними, да? Правильно, правильно, конечно. У них какие часовой рабочий день? Значит, сейчас у них 8-часовой рабочий день, но хочется, чтобы они работали 2 по 2. 2 дня работают по 12 часов, ну и да, 2 дня выдохнут. прекрасно, У нас конечно. так работает. на Для всех женщин, фабриках. наверное, это лучше, Это да? самый удобный, да. Да. А вот с питанием когда столовый запустите? Мы уже договорились, что сюда будем привозить практически готовые. Конечно, да, чтобы не возиться с кухни. А можно попросить вас как бы увековечить вот этот момент пуска? Давайте. Давайте с коллективом сфотографируем. Давайте. Ну, Девушки, давайте сфотографируемся. Радифович, пока коллектив собирается, как у вас впечатление от этого цеха? хорошее впечатление. Хорошее впечатление. Это рабочие места. Это вот самое главное, чем мы должны заниматься, это рабочие места. Вот. Видите, тут мне приятно, что это очень существенный вклад в экономику, то есть существенный вклад в трудовые ресурсы, потому что 800 рабочих мест. Мы сейчас больше озабочены не тем, что нет рабочих мест, мы озабочены, где нам найти эти рабочие. Будем учить и зарплаты, и социалки. Я вот сегодня как раз на НАП-совете объявлю о новой программе, которую мы будем делать для производителей, которые заботятся о своих. Вот. Спасибо. Ну что, красавица, здравствуйте. Здравствуйте. Хорошего настроения всем. Спасибо. Спасибо, поздравляю. Спасибо. Рахмат. И сейчас покажем общежитие, там, ну хотя бы в одну комнату. Да. Я очень хочу. Вот я не знал, Михаил Иванович, это пользуется вот спросом это общежитие? Ну, надеемся, потому что... А пока еще не заселили, да? Нет, пока да. Но я думаю, что основное все-таки с Нового года. Это для вахтовых... Многие же, да, для деревень, кто... Вот, да, которые все-таки в отдаленности, и чтобы люди приезжали. Эмоции переполняют? Да, мысли переполняют. На голом энтузиазме же вышли вот здесь. Лес, валуны, надо было все вычищать. Поэтому спасибо инвесторам нашим, которые поверили Радифовичу. А мы уже исполнители. Все, что было в наших силах, даже больше сделали, чем положено. Спасибо, Радифович. Поздравляем вас. Рустам Хамитович, 800 рабочих мест, ну это уже отлично. Это отлично. Вообще в перспективе 1200 есть еще рядом фабрика «За спорт». И на этом перспективы не заканчиваются, поэтому планируют развиваться и дальше. Объемы большие, колоссальные. Такой фабрики в России нет. Тоже отлично, спасибо. Ага. Вот так вот. Чайник, постели, ну, что все, да. Тут тепло, все. Потом, наверное, территорию благоустроите, да? Конечно, конечно, да. Мы уже, ну просто сейчас не успели везде. Ну, конечно. Вот этот корпус. Вот он. А вот туда дальше А получается. там за спорт, прямо перед дорогой. Да, вот котельная наша. Вот трансформатор, все здесь. А это вот все А благоустроено. здесь будут клумбы, газоны, полплощадка отдыха, чтобы так это
Здорово. Уже сделали и красный уголок, и кухни оборудовали. Все. А туалеты в конце, наверное? Все, да, здесь. Душевая, здесь, туалет, да? Да. Даже предусмотрели комнаты для специалистов, которые, может, придется семьями даже, может быть, придется завозить. То есть даже сделали некоторые комнаты как бы VIP. Ну, они вот на той стороне. А там кухня. Вот. Плиты, холодильники, ну, как бы все. Ну, все со временем обустроится, естественно, обживется. То есть у вас сейчас возможность предоставить всем желающим? Да, конечно, да. Ну, у вас все в планах есть? Вы Все, двигаетесь, мы да? работаем, да, не беспокоим без нужды. Спасибо вам, что приехали. Спасибо огромное. Я вас всех поздравляю. Да, удачи вам. Спасибо и вас. С наступающим Новым годом. В одном из интервью глава Башкортостана Ради Хабиров признался, что неохотно ездит открывать объекты и не любит перерезать символические ленточки. Но в данном случае исключение из правил, и Ради Хабиров дал старт сразу 2 компаниям, которые расположены на территории особой экономической зоны «Алга». Вот первое здание. Тепло, светло. В течение года это сделали. Второе здание. Ах ты. Третье здание строим. Вот так вот будет, да? Все по Сколько квадратных метров сейчас построили? Сейчас мы построили 3000 квадратных 3000 метров. квадратных. Сейчас второе следующее здание мы строим 4200 квадратов. То есть не стоим, работаем, Здравствуйте. коллектив набираем. Мужчина в основном, Да, но со временем перейдем на женщин. Да. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые гости! В этот знаменательный день мы рады приветствовать вас на церемонии торжественного запуска завода по производству светодиодных светильников, построенного одним из первых резидентов особой экономической зоны промышленного производственного типа «Алга» компании «ЗУР». И первым для поздравления слово имеет идейный вдохновитель создания первой в республике особой экономической зоны, глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, земляки. Вот сегодня мы открываем второе уже предприятие в нашей особой экономической зоне. Это так важно, это вот главная задача, которую мы себе поставили, это развитие производств, это рабочие места, это качественные рабочие места, это хорошая зарплата, ну и, соответственно, как следствие, налоги, процветание нашей республики. Я хотел сказать сегодня, вот, Ренат Рашидович, для вас, для вашего коллектива, наша республика очень серьезно занимается комфортной средой, чтобы у нас были красивые города, красивые села, освещенные, что очень важно, это важнейший элемент каждой комфортной среды. Поэтому я абсолютно уверен, что ваша продукция будет востребована в нашей республике. Насколько я это знаю, я по Ишимбаю езжу, я вижу эти светильники уже, они очень красивые, долговечные. Поэтому, что называется, в добрый путь. Я, Ренат Рашидович, еще раз вас благодарю, поздравляю ваш коллектив. Очень прошу бережно относиться к людям. С нашей стороны, Ренат Рашидович, вы знаете, мы во всем будем поддерживать. Особенно на период становления предприятий, год, 2, 3, 4, 5. Мы, как говорится, здесь будем только вам надежным опорой и надежным плечом. Всех поздравляю и добрый путь. Алга, как говорится. Спасибо, Ради Фаритович. Для поздравления к микрофону приглашается генеральный директор ООО «ЗУР» Ренат Рашитович Зубайдуллин. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемый Андрей Геннадьевич, члены правительства, гости, приглашенные, земляки. Я очень рад, что мы за короткое время сделали большое дело. То есть построили первое здание, второе здание, ведется строительство третьего здания. Я очень благодарен, Ради Фаритович, вот то, что состоялась особая экономическая зона «Алга». Это ваше детище. Не забывайте, просто нельзя останавливаться. Спасибо всем. Мы не будем стоять и дальше будем двигаться. Спасибо. Спасибо, Ренат Рашидович. Уважаемые гости, почетное право произвести символический запуск производства ООО «ЗУР» в эксплуатацию в режиме пусконаладки предоставляется
главе Республики Башкортостан Ради Фаритовичу Хабирову, премьер-министру правительства Республики Башкортостан Андрею Геннадьевичу Назарову и генеральному директору ООО «ЗУР» Ринату Рашидовичу Зубайдуллину. 3, 2, 1. Это платы. Вот они идут уже. Диоды. Так, где показывают у нас? Здесь принтер пробиваемый, здесь паяльная паста в тонком слое распределяется по понятно, поверхности платы. А потом он нарезается, да? Это уже мы нарезаем. Дальше идут, вот смотрите. Следующий этап – это уже нанесение на плату светодиодных компонентов. Мы сейчас на первом этапе используем комплектующие Корея. Вот они, видите, производительность сумасшедшая. То есть за сколько? Каждые 6 минут выходит готовое изделие. Это вот 3 светильника, условно говоря. 3 светильника выходит. Круглосуточно работает, да? Да. Вот они дальше идут. Вот здесь уже. Вот они вот уже нанесенные. Вот они, вот уже нанесенные. Вот уже диоды уже здесь. Тут высокая температура внутри, да? Да. Вот она выходит. Вот она выходит. Уже готова с печи. Если говорить о светильнике, это сердце светильника, да? Это вот самое главное, наверное, да? То есть сюда подходит электричество, и, соответственно, это начинает светиться, да? Да. Но это сердце светильника. Это сердце. Да. Это хорошее качество. Это, она вот только вышла, еще теплая. Да, теплая, да. Угу. И вот, наверное, оно разделяется. Да, нарезается. В зависимости, эта печь может большую делать. Любой светильник под любой светильник. Любой. Вот это источник света, да? Да, это вот есть. Значит, кроме этого, он может еще источники питания делать, платы и так далее. Вот у нас АТК, вот уже собирает, вот уже проверяет. А, вот, видите, смотрите, вот, какой яркий свет. Да, вот уже проверяет. Он же, если какой-то брак, но он малозначительный, его уже убирает уже на доработку. Вот он. Это большой светильник. Это хоть он с виду и маленький, это скольки? 90 ватт? Это 90 ватт. У него свет какой. Это 90 ватт. Здесь мы уже вот собираем, но мы уже показывали, видите, мы сейчас вот... Это уже вот, нарезанные, да? Да. Вот они, видите. Вот мы их нарезаем. Потом мы будем... Это уже другое. Это второй этап, мы тоже это будем делать. Это литье, да? Да, это литье. Где будете делать? Третье здание литье, конечно. Да, третье. Да, это пока мы сейчас покупаем. Вот я говорю, а это будете лить? Да. Будем лить корпуса, столбы фигурные и изготавливать тоже опоры. По таможенным делам, то, что вы закупаете, вы же так без таможенных платежей, да? Да. Вот это выгодно все-таки, конечно, да? Конечно. Вот это существенно. Конечно. Вот очень НДС, во-первых, не платим. Это для нас... Это главное же, вот это, наверное, да, импортное оборудование, то, что они берут, это нету таможенных платежей здесь. Да, ввозных таможенных пошлин. Ввозных нет. А вот скажите, а вот комплектующие, когда ввозите, тоже пошлин нет таможенных? Когда вывозим, будем платить. Когда возите? Нет, кроме таможенного союза. Да, не платим. И это очень большие преференции. Ну, конечно, у вас же импортное все это. Да. А когда вы вывозите, что будете платить? Будем платить на НДС, когда будем продавать за пределы. Уже будем платить НДС. А кроме таможенного союза? А возмещение как? А возмещение будет, да. А вот пока куда поставляете светильник? Мы сейчас, Рафаэль, мы сейчас сделали упор только на строительство и технологии. Да, у нас есть заказы. Конечно, мы сейчас в первую очередь поставляем Ишимбай. Салават у нас берет. Салават. Сейчас вроде ведем переговоры с господином Грековым по Уфе. Уже есть. Рафаэль, у нас качественные светильники. Да, конечно, максимально будет локализация. Максимально. Но за короткое время. Мы же, видите, мы не стоим, Рафаэль. Не стоим. Вот видите, вот 4-модульные. Как они горят. Вот, Рафаэль, вот один перегорел, и он глазам не светит. Вообще очень. Да. Вот один перегорел, он будет дальше 3 гореть. То есть вышка поднялась, не надо светильник убирать. Он просто... Меняет плату. Да, меняет и все. Вот. А это тоже... Это
второй цех, я вам сейчас покажу второй, там будем делать. Это во втором здании будем делать Это офисное. офисное, да, Мир? Офисное. Это уличное, там офисное. Да, вот наша продукция. Конечно, будем увеличивать все это. Разнообразить нам, да. Да. Вот ищем эконому, который мы в деревнях ставим, то есть он потребляет мало, 30 ватт, а светит вообще прекрасно. А он, ну как осветитель его ставить? Да, да. уличные А вот- фонари, 30-ваттные фонари. Вот 60 ватт. Он сажается вот так вот, получается, да, и вот так вот. кронштейны. Вот кронштейны вот так на стол. Гарантия 5 лет. Даже даем расширенную гарантию 7 лет можем дать. Потому что мы дорожим своей продукцией, она качественная. Здорово. Вот переход на второе здание. Вот здесь у нас будет разгрузка, топим полы, хорошие, все нормально. Кары будут ходить и так далее. Вот второе здание, Раиф Ильич. Мы просто... Это здание, видите, 1500 квадратов, она готова. Здесь будет фигурное освещение, офисное освещение, светофоры, мониторы. Наши партнеры, скорее, даже здесь изготавливают телевизоры, экраны и так далее. Ну вот у нас есть задел такой, ну получится или нет, но будем стремиться. В марте, в апреле у нас оборудование сюда приходит, начинаем монтаж. В марте-апреле оборудование, Да, да, А сюда уже. когда вот по вашим планам здесь уже будет работать? Рафаэль, Полгода где-то? Ну, к концу 2022 года, я думаю, что здесь будет более дорогое оборудование, мы здесь запустимся. А у вас еще вот дальше Вот, строить? вот. А вот я вижу там, вот мы это уже начали строить? Да. С той стороны уже много уже поднято в этом здании. Там уже 10 тысяч, да, это большое? Нет, там 4,5 тысячи. 4,5 тысячи. Там будет литье корпусов, значит, опор, светильников литье. То есть у вас будет полный комплект практически, да, То есть сами. максимально хотим локализацию. Максимально. Сколько здесь работает у вас сейчас? На сегодняшний день у нас работает 15 человек. Вы их обучали? Или? Да, То есть... Леонтех, у нас компания Леонтех, это наши партнеры, обучение, монтаж и так далее. Вот. Сейчас, у нас сейчас идет набор, у нас будет здесь работать в 2 зданиях 100 человек. 100 человек. С учетом 3-го здания у нас, конечно, больше будет. Я вам очень признателен. Мне для Ишимбая это так было важно. Тут все-таки, видите, как немножко лежало все на боку. Вот вы так энергией оживили эту всю историю. Рафаэль, я вам обещаю, 23-й год, начало строительства 10-12 тысяч. Я к вам приеду на прием. Вы ко мне сразу. Если вот как только они приедут, вы прям сразу находите меня. Там я главе тоже скажу, чтобы сразу ко мне сразу, да. И будем... Вот, видите, наша площадка еще. Вот это, да, вот, получается? Эта площадка 10-12 тысяч мы сажаем. Я специально взял, когда мы с Кореей говорили, взять побольше площадку. И вот здесь мы хотим поставить 10-12 тысяч квадратных метров. Это аналог будет заводов, как в Корее. Здорово. То есть мы просто оживим ее. Все, увидимся тогда. Спасибо. Все, до свидания. Все. Спасибо.